Одним из самых больных вопросов сегодняшнего дня – это вопрос единства чеченского и ингушского народов. Это была тактическая борьба, политическая борьба, носящая временный характер. Никогда в программе, в целях и в задачах исполнительного комитета и в решениях съезда чеченского народа не стоял вопрос разделения этих двух народов. В силу обстоятельств, которые нам навязывали свыше, мы вынуждены были на время разъединиться, чтобы потом напрочно соединиться. Смею заверить, те силы и те люди, которые сейчас с оружием в руках пытаются собрать единство, укрепить единство чеченского и ингушского народов, это чистейшая провокация и направленная на то, чтобы дестабилизировать обстановку и привести народ к гражданской войне. В нашей программе следующий этап сближения этих двух народов под единой республикой заключает в себе предложения, при которых ингушскому народу предлагается провести съезд ингушского народа между оргкомитетом и исполнительным комитетом депутатов всех уровней ингушского народа. Включиться общественности, ученым, алимам, мехкелу ингушского народа. Вот эти институты совместно с институтами чеченского народа должны за столом переговоров решить эти проблемные, жизненно важные вопросы на принципиально договорной, человеческой, братской основе. Без бряты, бывшими партийными методами, теперь уже подкрепленные еще и бряцанием, к тому же, оружиями боевиков и реалистического устрашения. Такой путь разъединяет, такой путь как раз тот, который угоден, и что сейчас поставило между нами определенные барьеры. Я не считаю, что они не только недосягаемые, я уверен, что они несущественны. При выполнении ингушским народом и выражении своей воли от имени действительно народа. Ни оргкомитет не вправе говорить от имени всего народа ингушского, поскольку съезд ингушского народа, проведенный в последнее время оргкомитетом, не отражал интересы всего ингушского народа. Ни исполнительный комитет депутатов всех уровней, хотя этот орган носит законодательный характер, если учитывать Конституцию СССР и СССР, где съезд депутатов является высшим органом государственной власти. Но у нас, уважаемые коллеги, друзья и братья, нет еще государства. Ни у чеченского, ни ингушского народов. Чеченский народ был конституционно и своим правом свою государственность, что рекомендуется сделать безотлагательно ингушскому народу. Если собираемся вместе идти дальше, то нужно съезду, выраженному высшей формой народной власти, определить этот курс. Мы подготовили в ходе предвыборной кампании и в ходе организации проведения этих выборов полную подготовку 27 округов, находящихся на территории Ингушетии, и как только ингушский народ волей высшим форумом народной власти определить свой путь, мы готовы в считанные дни подключиться, провести выборы до выборы в парламент и объединить наши народы под единым государственным устройством Войнахской республики. Никакой цели иной, никаких способов и методов, недозволенных или тайных, ни я, ни исполнительный комитет до сегодняшнего дня не имел в своей программе. И заверяю вас теперь уже как президент Чеченской Республики, что моя цель и задачи будут объединение этих двух народов на принципе основе, выраженной высшим форумом народной власти.